Здравствуйте, в эфире программа «7 дней», в студии Ильшат Аминов. Я приветствую всех телезрителей нашего канала. Смотрите сегодня. Второе пришествие коронавируса. И худые болеют, и молодые, и взрослые. Красная зона возвращения. Надо защищать себя, надо защищать окружающих. И город встал. Это вопрос перегрет. Мы имеем огромное количество обращений. Общественный транспорт в Нижнекамске скорее мертв, чем жив. В режиме ожидания транспортной реформы мы живем уже 2 года. От офисного дресс-кода к сельскому укладу. Так, девочки, давайте-ка не разбегаться. Как горожане становятся тружениками села. Я совершенно не предполагала, что когда-нибудь я буду козаводом. А начнем мы программу с самых обсуждаемых 43 секунд этой недели. Вот этот ролик. Посмотрим его полностью. Время 1:00 ночи. Вот мы в очереди стали. 129. Не, а там уже 70 с чем-то. Да уж. Вот мы находимся в очереди. Тут впереди 2 ряда. Вот это наш ряд. Вот. Когда мы выберемся отсюда, я не знаю. Это РКИП. Итак, мы ясно видим, что действие происходит возле новых корпусов Республиканской инфекционной больницы. Ночью видим скопление машин скорой помощи. Точно такие же очереди мы наблюдали в мае-июне возле инфекционных госпиталей, например, в РКБ. И это жестокая реальность. Эпидемия людоед, затихшая было в летние месяцы, вновь обнажила свои ядовитые клыки и начала пожирать свои жертвы с новой силой, невзирая ни на возраст, ни на социальный статус. Сообщения приходят уже с пугающей регулярностью. После концерта слегла практически половина жюри нашего фестиваля «Созвездие». Один из членов жюри, известный московский актер, преподаватель, ведущий программы «Русское лото» Михаил Борисов, скончался после поездки в Казань. На этой неделе вспышка зарегистрирована в хоккейном клубе «Акбарс». Вместе с тренерским штабом Дмитрия Квартального заболели около 10 хоккеистов, включая нашего легендарного Даниса Зарипова. И это только самые громкие случаи. Заболеваемость растет в 60 субъектах Российской Федерации. Министерство здравоохранения рекомендовало всем россиянам в эти выходные оставаться дома, не посещать массовые мероприятия, не ходить в гости. Думаете, кто-нибудь услышал? Практически никто. Мало кто осознает, мы с вами попали в жесточайшие клещи. Сегодня многие регионы России, включая Татарстан, стоят в шаге от новых мер по изоляции населения. Москва может в ближайшее время вернуть пропускной режим. Но экономика просто не выдержит этого. Похоже, наш единственный путь – это шведская модель, которая не использует жесткие меры изоляции и ведет к выработке коллективного иммунитета. Но здесь я подчеркну, шведская модель предполагает и высокую степень организованности населения, готовности к самоограничениям и самодисциплину. Все это, конечно, не про нас. Пофигизм у нас прочно соседствует с идиотизмом и преступной беспечностью не только по отношению к самому себе, но и к своим близким. Мы сами, этого не подозревая, превращаемся одновременно в коллективных убийц и, простите за выражение, жертвенное стадо, которое обреченно идет на убой. Очень много людей вокруг теряют своих близких, которые могли бы жить. Теряют здоровье, которое, возможно, уже никогда к ним не вернется. Ведь мы до сих пор не знаем наверняка, как влияет перенесенный ковид на тех, кто выжил. Слишком многие свидетельства говорят о тяжелых осложнениях после болезни. Наши корреспонденты продолжают рассказывать вам о том, что сейчас происходит. Из эпицентра событий Михаил Любимов.
Время сейчас 2 часа дня, и это, надо сказать, не самое сложное время для сотрудников Республиканской инфекционной больницы. Самое сложное время здесь ночью. Мы видели эти кадры, когда действительно наблюдается наплыв пациентов. Но и сейчас, даже в 2 часа дня, мы видим здесь достаточно много машин. Я насчитал здесь 15 карет скорой помощи. Вот чему нам нужно научиться с вами в эти дни. Надо научиться мыслить все-таки как-то немножко на будущее. Мыслить, что называется, по экспоненте. Вот представьте себе, если сейчас их здесь 15, сколько их будет здесь сегодня ночью. Если сегодня их здесь 15 днем, сколько их будет здесь днем, скажем, завтра, послезавтра, через неделю. И да, это не дезинфекция, это больные люди. Октябрь уж наступил. Будущее уже здесь. И можно уже не гадать, а предвидеть. Завтрашний день запрограммирован, потому что никакая кривая никуда уже не вывезет. Кривая таращится в небо штормовым предупреждением. Сегодня всюду этот аншлаг. 12-я Казанская горбольница. Госпиталь здесь уже закрывали в середине сентября лишь на 2 недели. 2 октября, второй день рождения госпиталя. Сколько сейчас человек? Сейчас у нас 94 человека лежат. А рассчитан? Рассчитано исходно было на 60 коек госпиталь. Потом мы доразвернулись до 90, ну вот пришлось 94 взять. То есть сейчас у вас вообще аншлаг? Ни одного места нет вообще. И это сразу было, это да? сразу 2, 3 и 10 человек всего 4 Вы приняли. открылись 2 числа? 2 числа мы начали принимать 12 дней. Первый день 30 человек, 3-го мы приняли 37 человек, и остальное до 94 мы 4-го уже заполнились. Медперсонал здесь не видел практически никакой передышки. И до самого конца сентября все здесь хотели верить, что коек хватит и без них. Но коек не хватает. Как давно я не слышал этот звук. Что уж тут у нас свои знакомые звонят, просят на госпитализацию, но мест нет. Врачи говорят, что вирус молодеет, что он тяжелеет, что пациентов, нуждающихся в госпитализации, еще больше, чем весной. Знаете, не так часто приходится наблюдать, как на твоих глазах человеку жизнь спасает. Ну да, это... Вот мы сейчас как раз это видим, да? А вот сейчас на наших глазах человека на ИВЛ переводят, да, это идет десатурация. Состояние ухудшается, да? Состояние ухудшается, кислородом уже не обеспечивать, поэтому вынуждены уже перевести на ИВЛ. Вот показатели. Видите, красным мигает. Мигает красным. Да, вот красным это уже все тревога, что организм не справляется. Никому не хочется болеть, да, и все думают, что это меня не коснется. Этот вирус может поражать любого. Если вначале ведь было все болеют с излишним весом, пожилые с хроническими заболеваниями, а сейчас уже это все ушло. Вот пациент лежит, никакого лишнего веса нет. Есть и худые болеют, и молодые, и взрослые. В методах лечения врачи сегодня, конечно, гораздо больше уверены, чем это было весной. Но фундаментальные законы эксцентричного поведения вируса по-прежнему не открыты. Открыты нынче только все двери. Последствия налицо. Вообще-то не знаю, мы 19-го были на свадьбе. У нас все заболели. У меня 2 сестры заболели, муж заболел. Обязательно надо маски одевать, перчатки, беречь себя, не ходить ни в какие торговые центры. В общем, как можно меньше ходить. И по гостям надо беречь себя, потому что это страшная болезнь. Это страшная болезнь. Кто не перенес, тут, я не знаю. Я на себе испытала, это вообще кошмар. Просто кошмар. Я не верю, что вот это не одевайте маски, это защита наша. Надо беречь не только себя и других. Обязательно маски надо одевать, не контактировать, не надо никуда ходить. Люди, к сожалению, извлекают пользу лишь из тех истин, что они открывают сами. Но чужие истории штука полезная, как и история вообще. Жуткая эпидемия испанки столетней давности имела 3 четко выраженных пика, или волны, как нам теперь привычно говорить. Первая средняя, вторая гигантская и третья малая. Многое говорит сегодня за то, что наш современник, наш китайский верблюд,
тоже будет иметь эти три несхожих горба. То, что мы видели весной-летом, может оказаться лишь средним пиком, вершина, возможно, именно нынешней осенью-зимой, после чего снова спад и небольшая волна весной следующего года. Где мы сейчас? Возможно, на полпути к вершине второго горба. Даже статистика говорит об этом. Вероятнее всего, этот курс на большую, очень обширную волну. Давно рассказывали про испытание водородной бомбы и о том, что вот взрывная волна трижды обошла Землю. Ну, нечто похожее, да, она должна, эта эпидемия, несколько раз обойти Землю, и только потом пойдет на спад, наращивая постепенно количество заболевших. Естественный процесс, дети перестали учиться, студенты перестали учиться, пожилые уехали в загородные дома, и общение между людьми было меньше. Вот в этом отличие. А сейчас мы видим, что общество функционирует в обычном режиме, люди между собой общаются, и здесь крайне важно постоянно напоминать о тех мерах механической защиты, которые уже, наверное, кажется, набили оскомину, но это надо просто принять в культуру общения между людьми, друг с другом. Наша жизнь сегодня – это целый узел проблем, неразрешимая дилемма между ослабить и затянуть. Затянуть – это классика, но никто не хочет сейчас обратно в бункер, и второго паралича всей системы необходимо избежать. Впервые в новейшей истории на всеобщее обозрение выходит базовое отношение между людьми. Можно иметь собственное мнение, но нельзя иметь собственных фактов. Забота о других людях, ограничение контактов – все это помогает, это общеизвестные факты. Вот мы с вами сидим, у нас нет никакой защиты сейчас, потому что мы обе без маски, ну, мы знаем статус каждого из нас. А если я была бы в маске, а вы нет, то есть один из двоих, то процент защиты 40. Если двое находятся в обычных масках, то процент передачи вируса не более 5. Поэтому механическая защита, она остается и является одной из самых важных. Вы знаете, как в любой эпидемии, значение именно ответственности людей перед собой и перед обществом гораздо выше, чем ответственность медицины перед людьми. Вот меня могут закидать камнями, условно говоря. Медицина в этом плане, ну, это 15-20% успеха. 80% успеха – это поведение человека. Я бы к этим неверующим в ковид отнесся бы гуманно. Я бы не стал их штрафовать. Но каждый раз оформлял бы такой вот протокол административный, как вот у нас в медицине есть информированное согласие, что я такой-то, такой-то, не верю в ковид и считаю, что я никогда не заболею. В случае моего заболевания я готов сам оплатить свое лечение. А в стационаре, если он попал в реанимацию, от 80 до 120 тысяч в сутки пребывания. А он находится там 5-6 дней, чтобы вытащить его. Плюс потом он будет находиться в палате. И надо понимать, насколько затратно это для здравоохранения. И надо отдать должное вот руководству нашей республики, которое выручает врачей очень сильно. Людям, увы, нужна картинка, нужны трупы на улицах. И даже эти кадры мало кого убеждают. Никто не зовет на помощь, крови не видно, да и чума какая-то совсем даже не бубонная. И это тест. Это тест на абстрактное мышление. Хороший тест. Нынче пересдача. Октябрь уж наступил. Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге. Ночью матросы вдруг кидаются, ползут вверх-вниз.
Несмотря на протесты специалистов, вынужден заявить, вторая волна ковида в России начала подниматься. Посмотрите, на графике это видно очень хорошо. Вот цифры за последний месяц. 11 сентября количество новых случаев в день было 5500. К 9 октября более 12 тысяч заболевших в сутки. Это уже больше похоже на инфекционное цунами, которое может стать еще более разрушительным, чем первое. Еще раз повторю, мы, конечно, все устали от этого напряжения, от необходимости дышать собственными испарениями, от средств дезинфекции, от которых у меня лично уже несколько раз слезла кожа на ладонях, от невозможности нормально общаться с близкими людьми, от бесконечных похорон каждую неделю. Но реальность коронавирусной инфекции настолько ужасна, что оправдывает, честно говоря, любые ограничения и меры профилактики. Переболевшие сравнивают ковид с казнью на виселице, с той лишь разницей, что она растягивается на месяц. Петля затягивается медленно, день за днем. Один знакомый, который с трудом выжил, объяснил мне свои ощущения в самые тяжелые дни болезни. Попробуй не дышать минуту, почувствуй непреодолимое желание вдохнуть, а потом представь, что ты испытываешь эти пароксизмы от нехватки кислорода неделю, теряя сознание и с ужасом ощущая, что этот вздох последний, и этот ужас кажется вечным. Поэтому необходимость носить маску, использовать средства дезинфекции, соблюдать социальную дистанцию, избегать места скопления людей и любые массовые мероприятия – это, согласитесь, очень небольшое неудобство по сравнению с тем кошмаром, который нас может ожидать в случае заражения ковидом. Давайте это поймем и попытаемся дожить до всеобщей вакцинации. Шансы еще остаются. Решать все обострившиеся социально-экономические вопросы в ковидном мире придется новому составу Кабмина Республики, который был окончательно сформирован на этой неделе. Шестидесятники, семидесятники, восьмидесятники. Так по годам рождения можно разделить правительство республики. Напомним, имена председателя правительства, его заместителей, а также большей части министров Рустам Минниханов озвучил еще в сентябре, практически сразу после избрания на очередной президентский срок. Итак, самый старший – Равиль Ахметшин, заместитель премьер-министра, полномочный представитель Республики Татарстан в Российской Федерации. Ему 60. Самая молодая, да простят меня дамы, руководитель агентства инвестиционного развития Талия Миннуллина. Ей 35. Дольше всего оставалось пустым кресло министра транспорта и дорожного хозяйства. Его прежний обладатель Ленар Сафин переехал в Москву, в Совет Федерации. Кстати, он один из долгожителей правительства. У руля дорожно-транспортного хозяйства был 10 лет. Дольше именно на посту министра работает только Радик Гайзатуллин. Он бессменно возглавляет Министерство финансов 18 лет. Вернемся к Минтрансу. Эксперты давали стопроцентные прогнозы, но, увидев указ о назначении, скажем честно, были удивлены многие. Новый министр транспорта – это практически бывший новый министр строительства Фарид Ханифов, который пересел из одного министерства кабинета в другой меньше, чем через год после получения первого портфеля. Министром же строительства стал 42-летний Марат Айзатуллин, в ближайшем прошлом руководитель ГИСУ Татарстана. Два этих назначения, не в обиду остальному составу нового Кабмина, мы бы назвали ключевыми. Впереди у Татарстана масштабные проекты, такие как трасса М-12, наращивание объемов строительства до 3,5 миллиона квадратных метров жилья ежегодно. Вполне логично, что кандидатуры министров на выполнение таких амбициозных задач подбирались очень тщательно. В условиях пандемийной лихорадки сделать все и даже больше может не каждый. Пожалуй, на фоне этой кадровой рокировки выглядит совсем простым и ожидаемым назначение министром образования и науки 55-летнего Ильсура Хадиуллина. Он уже неоднократно был заместителем и первым замом министра образования. Наш корреспондент Зуфар Давлетшин также решил вернуться в политику с новым составом Кабмина Республики Татарстан. И ему есть что сказать. Все министры на местах. Появление некоторых оказалось неожиданностью, карьера других закономерной. Такая уж она, школа государственного строительства. Министров на переправе не меняют, поскольку значит, с этой командой Минниханов выходил на выборы, он формулировал задачи. Здание Министерства образования ближе всего к Кремлю.
то есть всегда на виду, хотя и не сразу могут быть видны эти ошибки, допущенные в системе. Они проявляются с годами, когда школьники становятся студентами, а затем начинают самостоятельную карьеру. В образовании это самое главное – это научить ученика учиться, а потом уже ему уже не понадобится ни один учитель. В День учителя коллективу Министерства образования и науки был представлен новый главный педагог республики. Ильсур Хадиуллин окончил Казанский государственный педагогический институт по специальности учитель биологии и химии. В разные годы руководил средними учебными заведениями, был заместителем, а затем первым заместителем министра образования республики. Также был начальником управления образования Казани. Я все время удивлялся, когда был руководителем исполкома, как можно работать в женском коллективе, еще и успешно. Ректор и основатель негосударственного вуза почти с 30-летней историей не всегда довольна абитуриентами. Система ЕГЭ, говорит, вынуждает учителей и школьников заниматься механической зубрежкой. Главными стали не знания, а отчетность, желательно с положительной динамикой оценок и поступлений в вузы. Наверное, министром образования должен быть педагог, который всю свою жизнь посвятил образованию. И если он болеет душой за все то, что творится в школе и вообще в образовании, вот, наверное, тот министр будет очень долго сидеть на своем месте. На уровне Российской Федерации обсуждаются вопросы федеральных государственных стандартов. На примере нашей республики обсуждаются многие насущные вопросы, касающиеся образования. Родной язык, прежде всего, это тонкая связь со своим народом. Мы должны создавать условия для сохранения и развития языков и культур представителей всех национальностей, проживающих в республике. 3, 2, 1. Их решение объявляется открытым. Ваши бурные аплодисменты. Проезд в федеральную власть для татарстанцев открыт давно. В последние годы особенно востребованными стали специалисты в области строительства, в том числе и дорог. Уже 2 бывших министра строительства республики работают в правительстве России. Татарстан при этом не забывают. Когда встал вопрос, что нужно дополнительное финансирование, Рустам Галевич обратился, сказал, что вот дайте денег, и мы построим намного быстрее. Мы обратились тогда к президенту, Владимир Владимирович нас поддержал. Речь идет о строительстве второй очереди Большого Казанского кольца, той самой новой дороги, благодаря которой уже появился кольцевой трамвайный маршрут протяженностью 34 километра и которая в скором времени разгрузит проспект Победы от транзитного транспорта. Вместо 20 месяцев, 12 месяцев. То есть вот те решения, которые приняты на уровне правительства, благодаря вашей инициативе, они дают свои результаты. В достаточно нестабильной обстановке, потому что мы живем в эпоху кризиса, соответственно, правительство тут работает достаточно стабильно. И чем больше наших в Москве, тем легче нам, да? Конечно, это, как всегда, это лоббисты. Пожалуй, не лишним будет потенциальным политикам войти в двери этой школы шахмат. Здесь уже с детства знают, что такое стратегия и тактика. Гамбит, эндшпиль или ход конем. Шахматная терминология уже глубоко вошла в политический лексикон. Уступить в начале, чтобы затем иметь какие-то преимущества. Или, заканчивая партию, не обязательно ставить мат. Можно, например, пешку превратить в ферзя, чтобы опять же занять более выгодную позицию. Политика – такая уж отрасль экономики, где ставка делается не на сиюминутную выгоду. Здесь просчитывается на несколько ходов вперед, причем, как говорится, думать нужно и за себя, и за того парня. Главные задачи, согласно республиканской стратегии 2030, остаются неизменными. Это развитие человеческого капитала и повышение качества жизни. Жить и строить помогает уже не только песня. Чем больше есть, тем больше хочется. Развитие одной отрасли тянет за собой и другую. Вот, например, большой жилой комплекс. Значит, нужна сюда и дорога, и общественный транспорт. Южный парк, буквально в 50 метрах от железнодорожной ветки Казань-аэропорт. Мы выходили с предложением к застройщику КУАО РЖД в Министерство транспорта с вопросом о обустройстве платформы в районе этого жилого комплекса. В среднем электропоезд, вместительность его порядка 800 мест с лишним. То есть один электропоезд заменяет 13 автобусов или 140 автомобилей.
Или наоборот, если есть дорога, то проще осваивать прилегающую к ней территорию. То есть здесь прямая связь министерств строительного и дорожно-транспортного. И это только одни из задач для вновь назначенных министров. Так уж получилось, что их представляли в один день. И бывший министр строительства, простившись с одним коллективом, в тот же день знакомится с другим. Все подвиги будут на М-12, с прохождением трассы, с согласованием. Потом целый букет. Фарид Ханифов окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности сельскохозяйственное строительство. Начинал работать в Набережных Челнах, затем в Елабуге. В 2011-м переезжает в Казань на должность первого заместителя министра строительства. С 2015 по 2017 успевает поработать в аппарате президента. В январе 2020-го возвращается в строительное министерство уже его руководителем, а в октябре назначается министром транспорта и дорожного хозяйства. Со всей ответственностью понимаю поставленную задачу. Собственно, даже рядом со зданием Министерства транспорта расположено здание, которое одновременно относится и к сфере образования, и к сфере строительства. Такая вот круговая порука. А новый министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин не так давно тоже был причастен к Министерству транспорта и дорожного хозяйства. Марат Айзатуллин. У него два высших образования. Это Казанский государственный энергетический университет и Казанский федеральный университет. Работал в госучреждениях по содержанию и развитию дорожно-транспортного комплекса при Минтрансе. Затем в этом министерстве стал управляющим делами, а затем и заместителем министра. С 2013 года работает в ГИСУ. С октября 2020 министр строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан. Паники разводить не надо. Мы все знакомы, знаем, кто на что способен, кто как работает. Опыт у нового министра немалый, несмотря на молодость, ему 42. За плечами подготовка к универсиаде, строительство аэропорта, новый корпус инфекционной больницы. И задачи перед ним стоят еще более амбициозные. Недавно мы утвердили стратегию благоустройства реки Казанки. Это 30 километров общедоступной набережной и 12 парков площадью свыше 3000 гектаров. Словом, в правительстве, как в армии, приказы командующего надо выполнять. А состав правительства меняется у нас нередко. В этом, вот, например, составе работают те, кто был назначен в 2018-м, и совсем, можно сказать, еще начинающие министры, которые появились здесь год назад, в сентябре 2019-го. Правительство будет работать в сложных условиях, и поэтому сказать о том, что оно пришло надолго, я думаю, что ни один эксперт не решится. Это высокое доверие, работать в правительстве Республики Татарстан, одного из самых передовых регионов нашей страны. Зуфар Давлетшин, Роман Безменов. 7 дней. Министры нового кабинета практически сразу после назначения получили хороший урок татарского. На заседании комиссии при президенте по сохранению и развитию татарского языка председатель комиссии, вице-спикер парламента Марат Ахметов в достаточно жесткой форме и пофамильно назвал руководителей ведомств, фактически игнорирующих требования Конституции Татарстана, касающихся государственных языков. Он так и сказал: в министерствах спорта, молодежи, транспорта и дорожного строительства, здравоохранения, в агентстве инвестиционного развития вопросам сохранения татарского языка не уделяется должного внимания. Некоторые министры, будучи татарами, не выступают на родном языке. Конец цитаты. Сядет ли министр спорта Владимир Леонов за учебник татарского, не знаю. Он может ограничиться татароговорящим двойником. Но Дамир Фаттахов, Марат Садыков и Талия Миннуллина обязаны, если хотите, в ближайшем будущем совершить внутренний подвиг, о котором говорил президент Татарстана Рустам Минниханов в своей программной статье «Татары. Верность традициям, уверенность в будущем». Готовы ли они совершить этот внутренний подвиг, мы увидим в ближайшее время. Пока же журналисты, освещающие деятельность вышеназванных министерств и ведомств, испытывают большие трудности с получением комментариев на государственном татарском языке. Ильзира Юзаева продолжит. Чтобы в совершенстве овладеть татарским языком, нужно поехать в деревню. И чем дальше от центра, от Казани, как бы ни парадоксально это ни звучало, тем больше шансов получить качественный мастер-класс.
Актанышский район – одно из немногих мест в Татарстане, где вопросам сохранения и развития родного языка уделяют большое внимание. Вот в этом ресурсном центре, казалось бы, готовят специалистов для сельского хозяйства, но параллельно учебное заведение оттачивает лингвистические навыки. Все занятия в центре проходят исключительно на татарском языке. Татар дөньясына әлфия апаларны биргән район буларак, күп шагыйрьләр биргән, язучылар биргән район буларак, киләчәктә дә татар дөньясына Актанышта бирмәсә кем бирергә тиеш? Актаныш на этой неделе вот так делился своим опытом реализации национальной политики. Главы исполнительных комитетов, руководители отделов культуры и образования из 20 районов здесь получали наставления от своих коллег. В вопросах национального образования все является важным. И воспитание на родном языке в семье, и обучение в школе, и самое главное – применение родного языка во всех сферах жизни. И вот именно в этом смысле Актанышская земля оказалась весьма показательной. Кайбер министрлыкларның татар теленә дәүләт теле буларак мөнәсәбәте бик салкын. Спорт министрлыгы, яшьләр министрлыгы, безнең юл һәм транспорт министрлыгы, инвестиция агентлыгы, сәламәтлек саклау министрлыгы һәм башка берничә тагын шундый идарәләрне, даирәләрне санап китә алам. Аларның бүгенге көндә телгә мөнәсәбәте бик сүрән. Вот с такой весьма объективной критики началось очередное заседание комиссии по сохранению и развитию татарского языка. По словам председателя Марата Ахметова, в национальном вопросе не должно быть формального подхода в принципе. Досталось и министрам, которые даже владея языком, предпочитают не говорить на нем. Министрлыкларның бу мәсьәләдә закон үтәлешенә мөнәсәбәтен тирәнтен ачыклап, президентка біз аңлаешлы һәм аның административ ресурсын файдаланырлык итеп бик көчле мөрәҗәгать әзерләргә кирәк булачак. Выступающие на родном языке члены Кабмина все же это скорее исключение, а не правило. Правда, попытки выступить с докладом на родном языке некоторые руководители все же предпринимали. Многие еще помнят, какой фурор произвело выступление директора территориального фонда ОМС Алсу Мифтаховой в октябре 2018 года на сессии Госсовета. Югары технологиялы медицина ярдәме күрсәтү төрләре исемлеген өстәмә методлар белән тулыландыруны. Жаль, что этот пример так и не стал заразительным. Но министрам все-таки придется татарский подучить. Тем более, что в вопросах национального образования уже видны определенные сдвиги и в лучшую сторону. Начальник управления национального образования Министерства образования и науки Лилия Ахмедзянова заявила, что все школы республики получат новые учебники по татарскому языку. Кроме того, идет работа по подготовке переводу на татарский язык учебников для включения их в федеральный перечень. Для этого в республике уже выделено более 21 миллиона рублей. На сегодняшний день организована работа по включению УМК для начальной школы. На следующий год мы планируем перевести и подготовить УМК для основной школы, то есть для 5-9 классов. И на 23 год у нас остаются такие предметы, как музыка, технология, физкультура, УМК именно по данным предметам. Молодой педагог, лауреат международных конкурсов Айсылу Габдинова с детьми занимается не первый год. По ее словам, сегодня главная проблема – это найти хорошую детскую песню на татарском языке. Как правило, в репертуарах различных национальных песенных конкурсов для детей в изобилии песни старшего поколения. Так и поют малыши про любовь, расставание и потери. А хотелось бы, чтобы у детской песни было детское лицо. Я сама с детства занималась вокалом, эта проблема была знакома. Потому что, когда мы выбирали песни на конкурсы, все пели одно и то же. Хотя хотелось разнообразить репертуар. В Алашах-Жире конкурс детской песни, который решил провести первый детский телеканал «Шаян ТВ» и таким образом внести свой вклад в решение этого недетского вопроса. На первый телевизионный конкурс было принято 46 заявок, 5 песен стали финалистами. Что самое примечательное, лучшую детскую песню наряду с признанными мастерами вокального искусства выбирали юные дарования сами. И по словам участников этого проекта, как оказалось, тем для создания настоящего этнического детского материала намного больше, чем кажется на первый взгляд. А я хочу петь песни, которые я буду сам понимать, о чем я пою.
Стоит отметить, что все песни, отобранные жюри широкому кругу телезрителей, будут также представлены на конкурсе вокалистов «Сейлян», который уже не первый год проводит творческая группа «Шаян ТВ». На этой неделе детский телеканал посетил председатель комиссии по развитию татарского языка Марат Ахметов. Он с большим воодушевлением пообщался с ведущими популярных детских программ. По его словам, именно такие детские передачи на татарском языке дают возможность не только раскрыть детские таланты, но и популяризируют родной язык среди молодежи. Потому имеет важное значение для развития национального образования и просвещения. Стоит отметить, что на встрече затронули и проблему нехватки качественной анимационной продукции на родном языке. Сотрудники телеканала внесли свои предложения. Вскоре на сайте Шаян ТВ появятся уроки по изучению татарского алфавита с использованием анимации. Всем известно, что мировая паутина – это действительно уникальное пространство, в котором можно найти все. Потому так важно создавать в сети национальный татарский контент. Но каждый человек в поисках нужной информации зачастую обращается на русскоязычные сайты. Хотя Википедия на татарском языке, который существует с 2003 года, по мнению специалистов, в разы превосходит башкирские, марийские, удмуртские поисковики. Но до сих пор уступает своему русскому коллеге. Не стоит забывать онлайн, потому что, COVID-19 и все. И значит, татарская культура и татарский язык, контент в интернет-среде должны быть доступны много проще, чем мы привыкли, даже находясь физически в библиотеке. Но если люди не хотят читать, что в принципе является проблемой современности, то татары должны хотя бы периодически слышать родную речь, особенно в городах, где превалирует русскоязычное общение. Потому, наверное, на заседании комиссии и прозвучало это предложение по установке радиоточек на улицах татарских городов и деревень. Возможно, эта идея кому-то покажется неважной и незначительной, но, как известно, вода-то по капле камень точит. Ильзира Юзаева, Андрей Мохов, 7 дней. Мы продолжим нашу программу через пару минут. Смотрите далее. От офисного дресс-кода к сельскому укладу. Так, девочки, давайте-ка не разбегаться. Как горожане становятся тружениками села. Я совершенно не предполагала, что когда-нибудь я буду козаводом. В понедельник Рустам Минниханов посетил полилингвальный комплекс «Адымнар» на базе Казанской 165-й школы. Учащимися здесь стали больше 2500 ребят. Здесь же интернат, где живут дети из районов. Проект инициировал государственный советник Татарстана Ментимир Шаймиев при поддержке президента республики. Проект «Адымнар» призван стать моделью современной школы, обеспечивающей конкурентоспособное образование на русском, татарском и английском языках. В Татарстане 2021 год официально объявлен годом родных языков и народного единства. Указ подписал президент Рустам Минниханов. За 3 месяца должен быть разработан и согласован план основных мероприятий. В тот же день Фарид Мухаммедшин вручил награды татарстанцам, внесшим значительный вклад в развитие страны и республики. Медали и почетные звания получили представители самых разных профессий – врачи, агрономы, юристы, газовики, нефтяники, деятели культуры. Рустам Минниханов встретился с генеральным директором агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Светланой Чупшевой. Обсудили показатели национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. Снизить уровень преступности среди подростков и не дать вовлечь их в ряды ОПГ. Такую задачу перед правоохранителями, главами ведомств и руководителями районов поставил президент Татарстана на Республиканском совете безопасности. Награды республиканского конкурса «Шаги Победы» на этой неделе вручил Фарид Мухаммедшин. В конкурсе участвовали 1500 школьников из 42 районов республики. Во время изоляции они доставляли продукты ветеранам, проводили концерты во дворах и занимались поисками пропавших без вести на войне. Были проведены более 400 мероприятий, таких как «Сады Победы», «Свеча памяти», «Окна Победы». Добиться, чтобы жизнь сельчан отвечала самым современным стандартам. Эту задачу Рустам Минниханов назвал одной из главных. В четверг президент республики, государственный советник Ментимир Шаймиев и председатель Госсовета Фарид Мухаммедшин поздравляли работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности с их профессиональным днем. Рустам Минниханов напомнил, что сегодня Татарстан один из ведущих регионов-лидеров и входит в 5 по объему валовой сельхозпродукции. Работникам агропрома вручили государственные награды Республики Татарстан. 9 октября Рустам Минниханов побывал в Набережных Челнах на мероприятии, посвященном Дню машиностроителя. Президент ознакомился с выставкой республиканских предприятий. Рустам Минниханов отметил, что Татарстан является передовым промышленным регионом, известным во всей России и за рубежом. Сегодня в республике работает свыше 3000 машиностроительных предприятий, на которых занято около 120 тысяч человек.
В этот же день президент поздравил академическое сообщество с 75-летием Федерального исследовательского центра «Казанский научный центр Российской академии наук». В рамках мероприятия состоялась церемония вручения Федеральному исследовательскому центру ордена за заслуги перед Республикой Татарстан и других государственных наград. Селектор на совещании с федеральным руководством «Единой России» принял участие Фарид Мухаммедшин. На встрече обсуждали предстоящую избирательную кампанию. Сейчас в Госдуме от Татарстана 15 депутатов, все от партии «Единая Россия». Как заявили в руководстве партии, нужно тщательно подойти к отбору кандидатов. Во всех регионах страны впервые собираются запустить кадровый проект «Политстартап». Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил главам городов и районов, руководителям организаций, органам правопорядка и Роспотребнадзору усилить контроль за организацией противоэпидемиологических мероприятий в учреждениях образования, здравоохранения, культуры, спорта и молодежной политики. На данный момент в Татарстане отмечается увеличение числа заболевших коронавирусом. Если на прошлой неделе темпы роста составляли 0,3%, то сейчас 0,4%. Мы продолжаем программу «7 дней». Мало какое официальное мероприятие можно разобрать на цитаты, но такого разгромного заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, скажу вам честно, я не припомню. Совещание прошло в Муслюмово, и совсем не случайно, как выяснилось. В районе существенный рост ДТП. В 14 серьезных авариях погибли 5 человек, ранено 17. И причины столь печальной ситуации, как сказал министр внутренних дел Артем Хохорин, попахивают должностным преступлением. Муслюмово чиновников нередко ловят на управлении автомобилем с убийственной дозой промилле, а сотрудники полиции пьяных видят, но вот протоколы не составляют. В серии ваших приборов алкотестера выявлено 8 фактов несоставления административных материалов при положительном результате экспресс-теста. Но прокурор здесь сидит, по большому счету дело пахнет должностным преступлением. Кстати, число пьяных ДТП в районе увеличилось в 4 раза. Но следующий диалог требует особого внимания. Вчера опять пьяного руководителя поймали с МЧС. Там 1,6 промилле, там убийственная доза у него. У нас директор МЧС, он трезвый вообще не ходит, он с утра уже пьяный. Я уже 3-й год прошу министра МЧС, чтобы его уволили, но его не увольняют почему-то. В любом драматическом спектакле на этом месте, поверьте, была бы немая сцена. Это покруче гоголевского «Ревизора». Представьте себе, руководитель местного МЧС Муслюмова уже 3 года рассекает в дупель пьяный по дорогам района, и никто его не может остановить. Он фактически сам превратился в ходячую чрезвычайную ситуацию. Источник повышенной опасности для населения. Просто Мефистофель муслюмовского разлива, которого никто не смел тронуть. Похоже, только воинам света, сотрудникам летучей бригады республиканского ГИБДД удалось остановить этого огненного алкогольного гонщика, который, наверное, скоро лишится кресла и прав на вождение автомобиля. Власти главы района не хватило, чтобы обуздать этого чрезвычайно пьяного сотрудника МЧС и других пьяниц при должностях. Почему местные сотрудники ГИБДД старательно не видели эти нарушения, предстоит разобраться начальнику Государственной инспекции по Республике Татарстан Линару Габдурахманову, которому, конечно, надо бы разогнать муслюмовское отделение, страдающее куриной слепотой. Но я знаю, это непростой кадровый вопрос. Удивительные события Муслюмова на этом не закончились. На заседании правительственной комиссии по безопасности дорожного движения стало жарко исполняющему обязанности руководителя Муслюмовского исполкома. Он же, по иронии судьбы, начальник районной комиссии по безопасности дорожного движения. Машину Ильнура Ахметова задержали за глухую тонировку прямо перед совещанием. Как вы так сами являетесь первым нарушителем, как председатель комиссии? Как вы вот этот простой свой поступок можете объяснить? Не допускайте, чтобы мы вам задавали такие нелицеприятные вопросы. Я свою вину признаю. В мое отсутствие по состоянию болезни водитель затонировал служебный автомобиль. Пленка там была светлая, я этого не усмотрел. После этого водитель был наказан. Вину за собой я не снимаю. Представляю себе горе водителя, который возит исполняющего обязанности руководителя исполкома Муслюмовского района Ильнура Ахметова. Река Ик, наверное, не сможет вместить это горе, выйдет из берегов. Всю ночь в тайне клеил пленку на стекла автомобиля. Начальник не увидел разницы. И на тебе, понаехали казанские и разоблачили, да еще и наказали. И главное, за что? Неужели людям непонятно,
Как говорили древние, что позволено Юпитеру, то есть Ахметову, не позволено быку, то есть остальным. Тонированный служебный автомобиль – это не просто средство передвижения тела начальника. Берите выше – это символ власти, скипетр и держава, верховенства над законом в рамках отдельного муниципального района. Хотя, конечно, надо отметить, глава Муслюмовского района Рамиль Мулин, которого я хорошо знаю, человек глубоко верующий, убежденный сторонник трезвого образа жизни. Он очень много сделал для райцентра и района в целом. За несколько лет буквально преобразил его в лучшую сторону. Это невозможно не признать. Но кадровый вопрос сегодня головная боль для любого руководителя. И главе Муслюмовского района здесь предстоит еще многое сделать. Остается только пожелать ему терпения и удачи. Продолжим тему. К нам обратились жители Нижнекамска с жалобой на работу общественного транспорта. Как выяснилось, в городе, где живет 240 тысяч человек, осталось всего 18 автобусов. То есть один автобус приходится на 13 333,3 человека. Конечно, есть вариант, что все ездят на машинах, а на автобусе только 0,3 нижнекамца. Но это маловероятно. В социальных сетях города нефтехимиков огромное количество жалоб на работу автобусных маршрутов. В то же время здесь недавно приступили к реализации транспортной реформы. Мы побывали на этой неделе в Нижнекамске. Теплая погода не позволила нашим корреспондентам замерзнуть на остановке в ожидании своего рейса. О том, куда ведут дороги и есть ли надежда в конце пути, Эльзира Юзаева. Тут много кое-что сказать, но это надо, как говорил Высоцкий, ящик водки еще но сидеть. Так, разговорами за жизнь в Нижнекамске коротают время на остановках. За час, пока мы ждали своего автобуса, пенсионер Александр Валерьевич, с которым мы вряд ли еще когда-нибудь встретимся, открывал нам, неискушенным свободным слушателям, глаза на мир. И чем дольше протекало время, тем сильнее крепла наша убежденность в его правоте. На работу, чтобы приехать, я понимаю, на химии, на шины, там, на крупные предприятия, если там рабочих не привезут, она встанет, налоги в город не пойдут, здесь большой скандал. От нас чего? От пенсионеров тем более. Какой от нас толк? Целый час стоим. Целый час уже? Но у меня сестра инвалид в одном конце города, я в другом. Мы постоянно надо ездить, и я вот всегда езжу, только такси вызываю. 1:20 люди стоят, ждут автобуса. Кошмар, а не город. Ну, это же безобразие. Ну, что это? Вот живу я на Сюмбике, там вообще, там единственная вот эта пятерка и 55, 59. Невозможно. Общественный транспорт в городе давно уже не реальность, а миф. Видят его горожане настолько редко, что складывается такое впечатление, что он больше порожден фантазией местного руководства. 18 автобусов курсируют в городе с населением в 250 000. 18, не больше и не меньше. Ситуация дошла до критической точки. Интервал ожидания машин – час, а то и полтора. В такой сложной эпидемиологической ситуации в часы пик набитые до отказа маршрутки становятся потенциальной угрозой на колесах. Ужас, ужас, ужас. Все мы понимаем, что общественный транспорт в карантин – это зона особого риска, потому от всех пассажиров требует соблюдения всех мер санитарной безопасности. То есть это маска и дистанция. Ну что делать, когда автобусы ходят нечасто и набиваются как сельди в бочке? Вот как и сейчас. Ой, мужчина, не дышите, пожалуйста, на меня. Вечером после 6 вообще с работы не добраться. Битком. Кто в ответе за эту, по большому счету, беспечность и безответственность? Вот самый крупный муниципальный перевозчик. Предприятие со своим богатым прошлым и печальным настоящим. Этот бизнес, как оказалось, в Нижнекамске давно уже дышит на ладан. Так не должны работать. Но нас довели до такого состояния, что мы работаем в этом режиме, потому что в режиме ожидания транспортной реформы мы живем уже 2 года. По словам генерального директора, ПТП испытывает массу проблем не первый год. Нет денег на обновление парка, на модернизацию и ремонт подвижного состава. Водители и кондукторы первыми бегут с тонущего корабля. Низкая зарплата, тяжелый график, да еще и пассажиры, которые встречают их руганью и бранью каждый битый час. Мы возим по городу 22 рубля и 18 рублей нам доплачивают за социальный проездной билет. Этого недостаточно? Естественно, недостаточно. Это же
политика комитета по тарифам, который нам считает уже 10 лет все наши затраты по фактическим расходам. Если сегодня зарплата 35 тысяч, 34 тысячи, то на следующий год она индексируется 3-4%. Но у нас все растет, а дальше для развития, для обновления парка там ничего не остается. Это вопрос перегрет. Мы имеем огромное количество обращений. В городской администрации уверяют, что готовы погасить эту точку общественного кипения. Как утверждает, есть экономически обоснованный прорывной проект. Новой транспортной реформы, которую, к слову, готовили 2 года. Не спеша, с чувством, с толком, с расстановкой, в то время как жители и в жару, и мороз крепли духом в ожидании чуда. И вот оно, как будто уже сошло с небес. Нижнекамск – это город с необычной для Татарстана транспортной системой. Визуально его можно поделить на 2 части. Вот автобусы, которых, как мы уже сказали, всего 18 единиц, обслуживают сам город. Свыше 300 новых комфортабельных автобусов занимаются перевозкой работников 4 крупных нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий. Это 4 отдельные транспортные компании, которые к муниципальным перевозкам не имеют никакого отношения. Их хлеб исключительно вахта. Привез утром на работу, увез вечером домой. Согласно новой транспортной модели, городские и вахтовые перевозки можно было бы объединить. Условно говоря, автобус выходит в рейс, доезжает до завода, возвращается в город и курсирует по городским маршрутам. Были вахты, был стандарт, сейчас немножко система меняется. Но по нашему мнению, и не только мнению, и по мнению НИПИТ и РТИ, это приведет в том числе и к улучшению качества предоставляемых услуг. Но и самое главное, мы же решаем вопрос в том числе и городских перевозок. Это же наши люди, которые работают на промке. Это те же жители Нижнекамска и нашего района. По словам первого заместителя руководителя исполкома Радмира Беляева, ежегодно промышленные предприятия тратят свыше 600 миллионов рублей на перевозку своих работников. При новой системе автотранспортники-вахтовики в накладе не останутся, если возьмут в оборот еще и муниципальные рейсы. Предприятия, как и сейчас, будут оплачивать проездные билеты для своих сотрудников, а это те же 600 миллионов на 30 тысяч работников. Не менее 150 миллионов рублей. Это будет уже дополнительный доход, собранный на городских пассажирских перевозках. В итоге в кубышке почти 750 миллионов рублей. Но желающих сорвать этот куш на горизонте пока не видно. А это интересно, вот тем, кто ездит на промзону. У них же работа отвез, привез. Конкретных аргументов на сегодняшний день, чтобы отказаться от реализации данного проекта, кроме того, что нам так удобнее, их на сегодняшний день нет. На бумаге казалось все идеально и просто. Однако дальше разговоров этот проект пока не продвинулся ни на милю. Хотя местные власти обещали, что к середине этого года глобальные преобразования маршрутов, автопарка и тарифной политики будут завершены. Сейчас же администрация города вновь уверяет, что многообещающая реформа находится опять же на низком старте, на стадии убеждений в прибыльности проекта будущих участников больших гонок, которые пока тянут резину. Мы готовы выполнить все на высшем уровне, если экономическая составляющая будет правильно сформирована. Единственный муниципальный перевозчик, тот, который до сих пор на себе тянул эту ношу, несмотря ни на что, которого город с крупными предприятиями так и не смог поднять на ноги за все прошедшие годы, похоже, что вообще сойдет с дистанции. На коллегии Минтранса в январе мэр города Айдар Метшин заявлял, что 100% автобусов в Нижнекамске изношены. Вопрос, почему и кто довел до такого состояния автопарк одного из крупнейших городов республики? Почему строить замки начинают уже на развалинах, хотя бить тревогу необходимо было гораздо раньше? Например, город Белгород. 450 тысяч населения. Там труб заводов, как у нас, дымящих нету. 600 автобусов закупили уже. И проводит транспортную реформу. В бюджете заложено 1,5 миллиарда рублей на эту деятельность на год. Люди находят возможности. Новый проект выглядит скорее журавлем в небе, чем синицей в руках. Призрачная гонка без участников, на которой администрация уже сделала большие ставки. С каждым годом уже все хуже и хуже. Сейчас еще тепло, а сейчас наступит холода. Дети ездят в разные школы, в секции. Как им добираться, детям? Они ничего не хотят контролировать, ни на что не хотят обращать внимание. Выживайте, как хотите. Вот мы и выживаем.
Пока администрация и транспортники ведут диалог, затянувшийся ни много ни мало, а на 2 года, сами жители пребывают в ожидании перемен. Только в лучшую ли сторону? Зима-то уже катит в глаза. Эльзира Юзаева и Андрей Мохов. 7 дней. Есть, кстати, очень простое решение транспортной проблемы в Нижнекамске. Пересадить всех на так называемые средства индивидуальной мобильности – СИМы, самокаты, гироскутеры и сегвеи. А что, дедушки и бабушки, рассекающие на электрических моноколесах, это будет весьма футуристическая картина. Тут и тренд на здоровый образ жизни, да и в общественном транспорте подцепить ковидную заразу легче всего. Добраться на электросамокате на рынок гораздо безопаснее. Или все-таки нет? Вот в чем вопрос. Вот так выглядит этот электросамокат. Вроде вполне безобидное средство передвижения. Многие даже не понимают, где у него мотор и как он работает. Но благодаря современным технологиям скорость такой игрушки сопоставима с автомобильной. По данным ГИБДД, 2 года назад в России было зафиксировано 39 ДТП с участием этих СИМов. В них получили ранения 40 человек. За полгода 2019 года было совершено уже 40 подобных ДТП, в которых погибли 2 человека, а 39 были ранены. Достаточно вспомнить инцидент. В Казани мальчика прямо на тротуаре сбил обладатель электросамоката, что привело к тяжелой травме. Парадокс ситуации в том, что фактически это ДТП и не ДТП вовсе. Просто пешеход сбил пешехода. Потому что водитель за рулем самоката оказывается и вовсе не водитель. Формально он приравнивается к пешеходу. Даже на официальном сайте МВД самокатчиков автоматически записывают пешеходы, но никак не в водители. Или вот еще одна казанская история, прогремевшая на всю страну. Сотрудники ГИБДД заподозрили, что мужчина, передвигавшийся на электросамокате по тротуару, пьян. Теперь ему грозит лишение водительских прав, которые, к слову, иметь для управления электросамокатом не обязательно. Дело это уже в суде, и оно станет прецедентом в России в любом случае и при любом исходе. Почему, спросите вы? Все просто. Законодатели не успевают за скоростями того же электросамоката. Правил по передвижению средств индивидуальной мобильности нет. Законопроект был предложен, но не принят. А проблем с популярным видом транспорта или все-таки не транспорта достаточно. Диляра Юсупова подробнее. На самом деле очень удобно, потому что можно без пробок, без большого скопления людей добраться из одной точки в другую. К слову сказать, это чуть ли не единственная любительница покататься, к которым мы успели подойти. Именно успели. Классический портрет водителя электромобиля составить сложно, потому что пользуются им сегодня почти все. Независимо от возраста, независимо от статуса или финансового положения. Ясно одно – им всегда некогда. А для чего еще тогда нужен электросамокат? Спешить. Либо на работу, либо поймать ветер в волосах. Вот они, доспешившиеся, вот они, устраивающие гонки на дорогах, вот они, не соблюдающие правила. А правила какие-никакие, но есть. По ним самокатчик тот же пешеход. Выезжать на проезжую часть он не имеет права. Имеет право ездить по тротуару и пешеходным зонам. И все. Дальше правила заканчиваются. И начинаются вопросы. Юридически это никак не регламентировано. И то, что вот сотрудники ГИБДД там оформляют, это все, в принципе, незаконно. По дороге, вот если вы будете идти, вас имеют право привлечь. Другой вопрос, кто будет привлекать, потому что так как он не считается водителем, у него прав у него с собой нет, это надо выяснять личность. Что получается? На спидометре под 30, но почему бы не показать свою лихость, распугивая прохожих? Ведь по правилам, которые есть, скорость снижать не обязательно. На дорогу нельзя, но если очень хочется, то можно. Беспечный ездок может разогнаться до 50, а иногда и до 90 км в час. Кто ж его остановит? Ни номеров, ни водительских прав. Есть вопросы по самокатам, которые мы на сегодняшний день обсуждаем на уровне республики. Но решения по самокатам, будут ли они приравнены к мопедам, должны приниматься на уровне федерального центра. Самокаты с мощностью более 250 Вт приравниваются к мопедам, а это совсем другие правила. Вот тогда ты водитель, должен носить шлем и иметь права категории М.
Это то, о чем сейчас говорит представитель ГИБДД, и это планы. Никаких ограничений по скорости или по причине мощности электросамоката на данный момент нет. Но почему-то именно на это давили сотрудники ГАИ, когда составляли протокол вот на этого мужчину. Его остановили в конце августа на улице Ибрагимова. Он был за рулем электросамоката. Вы были выпивши-то или нет? Это не играет никакой роли. Это не играет никакой роли. На данный момент, какой бы я ни был, стоит вопрос, поднимается вопрос в другом. Пешеход может пить? Пьяным идти? Да. Ну, вы даже же мы. Едете на чем-то? Даже если на велосипеде? Или... Электросамокат – это пешеход. И это действительно не имеет значения по закону, но мужчину все равно задержали, а самокат отправили на штрафстоянку, где сломали. Это подтверждено экспертизой, которую потерпевший сделал за свой счет. От медосвидетельствования Дмитрий Котухов отказался. Теперь вопрос решается в суде. Какой, собственно, вопрос? О лишении мужчины водительских прав, которых у него и не должно было быть. Когда представителю ГАИ адвокат задал вопрос, электросамокат как-нибудь прописан? Нет. Какие еще могут быть вопросы? Это же не к нам должны быть вопросы, наверное, а тот, кто принимает указы и законы. Впрочем, до судьбы удостоверения еще далеко. Первое заседание уже состоялось, и на нем выясняли, что такое, собственно, электросамокат. Ответ пока не найден, а слушание перенесли на месяц. Развивают скорость от 20 до 23, где-то так. У нас стоит как бы ограничение, мы его не усиливали, чтобы как раз вот и дети могли кататься, и взрослые. 17-18 километров можно сделать, поставить, вот при такой, когда лампочка зеленая горит. А вот когда вот так вот мы делаем, от 20 до 23 километров в час разгоняется этот самокат. Подножку убрали, становитесь, отталкиваетесь, жмете газ и поехали. Мы покатались на специально оборудованной площадке вдоль дороги. Итак, мы совершили прогулку на электросамокате, и какие выводы мы можем сделать? Из плюсов. Во-первых, это действительно удобное средство передвижения для тех, кто хочет быстро добраться из точки А в точку Б. Из минусов – это достаточно небезопасно, вас в любой момент может занести и вынести на проезжую часть. Дороги очень неровные. Ну и последнее – я плохой водитель, и поэтому лично для меня это все-таки не транспортное средство, а инструмент только для развлечения. Очевидно, что поправки нужны. Сейчас в сложной ситуации и сами сотрудники ГИБДД, которые понимают и видят всю опасность, но четких правил нет. А потому они и сами под прицелом. Законопроект предложил Минтранс России еще в 2017-м. Часть из них были приняты. Самокаты, обыкновенные и электрические, моноколеса и гироскутеры назвали средствами индивидуальной мобильности. Теперь это 5-я категория участников дорожного движения. Появилось разграничение на зоны и возраст. Во-первых, вам уже должно исполниться 14. Первое, что вы должны использовать, это велодорожку. Там, где ее нет, никто не запретит двигаться по тротуарам, но со скоростью не больше 20 км в час. Есть места, где ни велодорожек, ни тротуаров. Тогда вы езжаете на обочину. Что интересно, скорость в пределах пешеходной зоны регламентирована – это 20 км в час. Много или мало? В целом это средняя скорость марафонца на дистанции. Что делать, если он бежит прямо на вас? Увернуться, если, конечно, успеете. К слову, в Германии экстремалы на самокатах так достали пешеходов, что в стране ввели полный запрет на такой вид транспорта. А потом снова разрешили, но только до 30 км в час и лишь на велосипедных дорожках. Если человек как бы хам сам по себе, не уважает окружающих, это будет реализовываться в той среде, в транспортной среде, в которой он и пребывает. Должны быть какие-то связи благоустроенные, велодорожки, которые соединяют центр города со спальными районами. На данный момент, к сожалению, в Казани вообще таких комплексных решений не реализовано. И это тоже проблема, причем и для тех, для кого транспорт вовсе не игрушка, а стиль жизни. Велодорожек не хватает, а значит в ход идут тротуары и обочины. Что касается трюков, то самокат в этом смысле пока далек от экстрима, но желающие все равно находятся. В этом экстрим-парке их валом, но и здесь свои ограничения.
У нас на каждой из площадок стоит инструктор, который следит за тем, на каком транспорте ты заезжаешь, проверяет, механического он действия или приводится там, с помощью какого-то мотора. На каждой из площадок у нас обязательно шлем. На прокат здесь мощные самокаты не выдают, но купить скоростной двухколесник сегодня может каждый, были бы деньги. Причем изменить мощность бюджетного самоката тоже не составит большого труда. Мастера-самоучки увеличивают скорость почти в 2 раза. Однако эксперты считают, дело не в технических характеристиках, а в характере участников движения, в здравом смысле и пешеходов, и водителей, которые в настоящем пока не готовы принять будущее, которое уже наступило. Диляра Исупова, Ильшат Аюпов и Роман Безменов. 7 дней. Сегодня на календаре День работников сельского хозяйства. Не устаем повторять, в этом сложном году в Татарстане был намолочен рекордный за последние 12 лет урожай зерновых – 5,4 миллионов тонн. Еще показательная цифра. Республика, занимая 2,4% сельхозугодий страны, производит 4,2 ее валовой сельхозпродукции. Президент на этой неделе традиционно чествовал лучших тружеников села, среди которых есть самые настоящие горожане, но в прошлом. Это тренд последних лет. В село все чаще едут жить и работать без выходных, вставать раньше восхода солнца и ложиться после заката жители мегаполисов. Татьяна Тимошенко отправилась на экоферму в 60 километрах от Казани, чтобы узнать, ради чего работники офиса становятся сельчанами. Так, девочки, давайте-ка не разбегаться. Такому послушанию позавидовал бы любой дрессировщик. Стадо в 150 коз разворачивается под руководством хозяйки и отправляется дальше в лес на прогулку нагуливать молоко. Тут есть свои помощники. А вот это у нас коза-предводительница. Она, как директор школы, отвечает за весь свой коллектив. Здравствуйте, директор. Нет, она сейчас будет она будет своих защищать. Видите, вот ирокезом стоит шерсть здесь по хребту. Пошли. И свои звезды. А вот это наша корова Моня, посмотрите, пожалуйста. Вот она, блондинка. Вот с такой обводкой глаз томный, самая спокойная. И вот как раз наша певица Лейна, она пустила ее к себе даже к вымени. То есть она у нас там с ней поснималась. К телекамерам все обитатели фермы давно привыкли. Здесь снимали и клип на песню, которую в Татарстане знает, наверное, каждый, и документальный проект о жизни российских фермеров одной из крупнейших киностудий страны. Пока хозяйка Диана Трусенева в Лаишевском районе принимает нашу съемочную группу, ее муж Михаил развозит молоко, сыры и йогурт в Казани. Заказы точечные, спрос постоянен, работают социальные сети и сарафанное радио. Так как у нас ферма достаточно небольшая и объем производимой продукции небольшой, то да, все наши заказчики, я их всех знаю в лицо, они все знают меня в лицо. Уже дружески как-то? Дети растут на моих глазах, они меня ждут, я у них как Дед Мороз. Владельцы экофермы – коренные казанцы. Михаил, по профессии инженер, о том, что стал фермером и уехал из города, нисколько не жалеет. Я из офиса сбежал, я в 18 лет проработал на одном месте. Я думаю, что, наверное, половину из этих лет я зря потратил. Диана в прошлом преподаватель и переводчик с английского. Я была человек абсолютно тусовочный. Я ходила в ночные клубы, я путешествовала, мне очень нравились архитектурные памятники. Я очень много читала книг по искусству. Я совершенно не предполагала, что когда-нибудь я буду козаводом. Мы очень многие вещи научились делать сами. Понимаете, вот я филолог, да, а мой муж инженер. Мы научились принимать роды сами. У нас старший сын умеет поворачивать козленка, если тот идет поперек. Лечить, кормить, доить, изучать спрос покупателей, рассчитывать и продавать, строить и даже изменять природный ландшафт, осушая болото и обустраивая пруд для отвода воды с пастбища – это то, чему пришлось научиться. Началось семейное дело с 2 коз. Детей выпаивали молоком вдали от города, избавлялись от аллергии. Дальше больше. Знакомые стали заказывать домашние сыры и йогурты. Так экоферма разрослась до 50 коз и 4 коров. Администрация района выделила землю, в Министерстве сельского хозяйства взяли грант. Мы благодарны, потому что в 2017 году вот этот грант на 1,5 миллиона, он нам очень здорово помог. Мы смогли делать первые шаги к
который мы никак не могли начать делать, потому что в нашей семье был финансовый кризис. Нам было очень тяжело, потому что только вот с продаж небольшого количества молока и сыра построить ферму было невозможно. Мы еще взяли кредит и смогли купить сыроварню, смогли купить забор, смогли вот это все построить. Новый класс, так называет фермерство Диана. Если в Европе владельцы, как правило, наследуют бизнес, и это фермеры в 4-5 поколении, у нас развитие такого семейного бизнеса – дело только последних десятков лет. Как говорят английские фермеры, если ты готов много работать, мало зарабатывать и терять много, то тогда сельское хозяйство для тебя. А в обмен очень много, понимаете, эмоционального какого-то тепла это дает. Ну как вот благодарность покупателей. Столько детей выращено на нашем молоке. Развитие здесь пока видят не в наращивании поголовья, а в попутных направлениях. Места хорошие. Так уже сейчас принимают и организуют семейные однодневные экскурсии и готовы построить домики для приема уставших от морских круизов горожан. В стратегический план нестандартно мыслящие фермеры включают и крайне экзотические идеи. Вообще у нас есть одна специфическая особенность на ферме. У нас в основном рождаются мужского пола. Вот как у нас в семье 3 мальчика, вот так же у нас на ферме все время бычки и козлы. Нам так тяжело расти, потому что у нас какая-то здесь геопатогенная зона, где только вот мужское население рождается. Мы даже думаем, что мы, наверное, специально поставим какой-нибудь домик, который будет называться там «Уникальная ночь». И кажется, что бывшие городские жители нисколько не жалеют, что их день начинается в 5 утра, заканчивается в 12 ночи. Слишком много задач приходится решать и каждый день, и на перспективу. Но нам некогда сидеть на диване и страдать, что все плохо. Мы в какой-то момент поняли, что жизнь-то вот она одна, и она в наших руках. Что страдать? Я до сельского хозяйства, конечно, до такой степени не знала о себе, столько всего. Я не знала, что я очень крепкий по характеру человек. Жизнь населения и пасторальная картинка, но возвращаться в большой город новые фермеры не собираются. Татьяна Тимошенко, Роман Безменов, Андрей Мохов. 7 дней. На этом у нас все. Всем наилучшие пожелания. Хорошего урожая, хлеба на столе, достатка в доме. Борагызгада иң изге теләкләр. Бәхетле булыгыз, бай булыгыз. Встретимся через неделю. До свидания. Здравствуйте! В студии София Егорова. Еще одна комфортная осенняя неделя ожидает жителей и гостей республики. В понедельник будет солнечно и тепло, к выходным станет прохладнее. По данным сервиса Яндекс.Погода, на северо-востоке Татарстана, в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге в понедельник и вторник будет солнечно плюс 17. Со среды небо начнет затягиваться облаками, и уже к субботе станет пасмурно и температура опустится до плюс 9. В воскресенье пойдет дождь и похолодает. На юго-востоке Татарстана, в Бугульме, Бавлаха и Азнакаево аналогичная ситуация. Будет довольно тепло и солнечно в первой половине недели. К выходным дождливо и плюс 6. В центральных районах республики понедельник встретит жителям с солнечным небом до плюс 16. В субботу станет прохладнее, плюс 10. К воскресенью до плюс 7. На юго-западе республики почти всю неделю, вплоть до воскресенья, будет солнечно и тепло, до плюс 18. Выходные прохладные, плюс 7-9 градусов днем. На северо-западе республики, а также в Казани, понедельник и вторник будут солнечными и теплыми, плюс 15-17 градусов. В среду небо затянет облаками, но будет все еще очень тепло, плюс 18. Однако с четверга температура воздуха начнет стремительно падать, и к воскресенью достигнет отметки плюс 7 градусов. Более подробный прогноз погоды смотрите ежедневно на ТНВ. До свидания.